Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Госдума рассмотрит законопроект, направленный на обязанность банков сообщать клиентам о блокировке их счетов и переводов, а также о причинах этой блокировки. По данным правительства, кредитные организации нередко блокируют счета или операции клиентов в случаях, если подозревают проведение мошеннических операций, и нередко отказываются объяснять причины такой блокировки. При этом подозрения банков в большинстве случаев оказываются необоснованными, но при этом блокировка счетов и платежей наносит вред клиентам, особенно если речь идет о счетах предпринимателей. В связи с этим правительство предлагает установить норму, что банк может заблокировать счет или операцию только в случаях, когда клиенту присвоен наивысший из установленных в соответствии с правилами внутреннего контроля уровень риска. Другими словами, речь идет об основаниях подозревать клиентов в действиях по легализации преступных доходов. Кроме того, законопроект также устанавливает обязанность банка информировать клиентов как о факте блокировки его счетов, так и о причинах такого решения. Подобные уведомления также необходимо направлять в Центробанк и Росфинмониторинг. Спрос на ювелирную продукцию из драгоценных металлов в России сокращается на фоне экономической рецессии и падения реальных доходов населения. Кризис на российском ювелирном рынке, среди прочего, привел к снижению потребления золота. Такие данные приводит Министерство промышленности и торговли России в проекте «Стратегии развития отрасли драгоценных металлов России на период до 2030 года». В документе сообщается, что потребление золота ювелирной промышленностью в 2018 году снизилось в 1,8 раза по сравнению с 2013 годом, составив 41 тонну. Министерство отмечает, что в России сокращается рынок ювелирных изделий из серебра, а экспорт данной продукции из России нуждается в государственной поддержке. Ведомство также обратило внимание на минимальный объем потребления металлов платиновой группы в ювелирной промышленности. Машина, как у президента. Начиная с 2021 года планируется производить более 500 автомобилей представительского класса «Аурус». Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По итогам текущего года запланирован выпуск 150 машин. В 2020 году их будет 180. Стоимость машины в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. В 2020 году планируется продать около 50 автомобилей. Активные продажи стартуют в 2021. «Аурус» — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку помимо седана входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил название. В будущем линейку планируют дополнить мотоциклом и кроссовером. Спецверсии «Аурус» есть в гараже особого назначения ФСО. Автомобили используют для поездок президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Российским авиакомпаниям компенсируют дополнительные расходы на керосин за прошлый год. Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин. Предполагается, что сумма будет выделена из резервного фонда, однако объем не называется. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, операционные убытки перевозчиков в прошлом году составили приблизительно 54 миллиарда рублей. В то время как в первом квартале 2019 года операционные убытки перевозчиков уже составили 45 миллиардов рублей. Это на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И это несмотря на то, что средняя цена авиабилета эконом-класса выросла с начала этого года почти на четверть. Правоохранительные органы в 2018 году не смогли добиться запланированного показателя возмещения ущерба по расследованным уголовным делам, в том числе из-за отсутствия механизма возвращения похищенных активов. Это связывают с увеличением ущерба по преступлениям в финансово-кредитной сфере, отсутствием реальных механизмов по возвращению похищенных активов в рамках производства по таким уголовным делам вследствие использования криминальных схем вывода и отмывания похищенных средств через офшорные компании. Счетная палата также указала на проблему взаимодействия между представителями правоохранительных органов, Банка России и Агентства страхования вкладов. По информации Счетной палаты, плановый показатель должен быть составить 40,1%. Фактически получилось 27,6%. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.